Сегодня в Магасе, в зале славы ингушского народа, в администрации главы республики состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации Ингушетии. Были приглашены представители разных профессий и сфер деятельности. Глава республики особо отметил заслуги каждого находившегося в зале. Репортаж Марии Мистоевой. Торжественная обстановка и стопки наград для лучших из лучших. Сегодня в Большом мраморном зале славы награждают людей, чей вклад в развитие нашего региона просто нельзя было не отметить. Государственные деятели, педагоги, военные, спортсмены, медицинские работники и юристы. Здесь собрались люди на протяжении многих лет, отдающие себя профессии. В своей приветственной речи глава региона Юнусбек Евкуров перечислил достижения нашего региона, которые не были бы невозможны без помощи этих людей. Сегодня мы видим, что республика продолжает свое развитие. Прошедший год не был исключением. Мы довольно серьезно поработали и по праву попали в 20-ку регион в России, заняли 11 место как эффективного управления, но и бесспорно как развивающийся регион. Не все из задуманного удалось осуществить, на это тоже есть причина. Тем не менее, мы видим, как преображаются у нас и города, и села, растет благосостояние людей, уменьшается, хоть не так, как нам хочется, но тем не менее безработица сокращается, ну и сокращается дотационность республиканского бюджета. Высокими темпами идет строительство жилья, школ, детских садов, больниц, поликлиник и спортивных сооружений. Но при этом надо подчеркнуть, что довольно высок объем частных и других инвестиций в бюджет, вообще в инфраструктуру республики. И по темпам объемов частных инвестиций мы тоже находимся в 20-ке регионов Российской Федерации. Почти решены глобальные проблемы для жителей оползневой зоны. В этом году мы завершаем второй этап, и как таковая оползневая зона для нас не будет уже существовать. И вторая такая глобальная наболевшая тема для населения – это вынужденные переселенцы. В этом году завершается эта программа, и все вынужденные переселенцы, которые нуждались в жилье, получат комфортное, хорошее жилье. Или же те, которые не попадают под жилье, они получат по объему квартир, получат сертификаты. Я вас всех благодарю за вашу работу, за ваш труд и, естественно, ставлю вас всех в пример жителям республики и надеюсь, что мы в дальнейшем успешно будем все задачи, которые перед нами стоят, выполнять. Первое имя, прозвучавшее в зале славы, Марифа Султыгова. В прошлом омбудсмен, непрестанно защищавший права детей. Сегодня депутат Народного собрания республики и директор школы. Долгие годы эта женщина вкладывала титанический труд в развитие нашего региона. И сегодня это наконец окупилось. Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Марифа Султыгова награждена орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Для меня такой волнительный момент, поэтому я сейчас, наверное, даже не смогу трезво рассуждать и говорить, что вот какой путь и как шли к этому. Но мне кажется, что это награда не столько за выполненную какую-то работу, сколько аванс на то, что рассчитывает, что человек и дальше будет, в данном случае я о себе говорю, работать на благо республики. Ведь это, на мой взгляд, не совершать каких-то громких, высоких дел, а просто ежедневно с честью, по совести выполнять свою работу. Мне кажется, это самое главное. Аяха Зурабова всецело отдает себя преподаванию химии уже на протяжении 26 лет. Ветеран преподавательского дела. Сейчас работает в Назрановском лицее. Яху Бамадгиреевну наградили почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». Для педагога это самое лучшее признание ее заслуг. Испытываю колоссальные эмоции. Самое большое достижение учителя, которое может быть, это такая высокая награда, отмеченная государством, отмеченная главой нашей республики. И вы знаете, сегодня хочется сказать, что эта награда не только моя, это награда моих учеников. Это вершина и итог, и даже, вы знаете, даже, наверное, это перспектива, которая мотивирует меня как учителя на будущее.
Сегодня не чествовали тех, кто грудью прикрыл сослуживца или вынес из огня детей. В зале славы люди, которые совершают подвиг своим ежедневным трудом, будь то водители, чей труд не так заметен, но тоже важен, или медицинские сестры, ежедневно наряду с врачами, стоящие на страже нашего здоровья. За мирное небо над нашей республикой, заслуги перед ингушским народом в укреплении законности и правопорядка. Орденом за заслуги был награжден генерал-лейтенант полиции Александр Трофимов. Основная заслуга ни в коем случае не моя лично, а в целом системы. Даже не в том, что мы построили какие-то здания, создали авиаотряды. На мой взгляд, вот наиболее важной заслугой сегодня является то, что в истекшем 2015 году, в традиционном понимании этого слова, не было ни одного посягательства на сотрудников правоохранительных органов. Мы все помним те годы, 7-й, 8-й, когда каждый день происходили обстрелы, подрывы. Сегодня только слепой может не заметить, как изменилась ситуация. Еще раз говорю, это не моя личная заслуга, заслуга всего общества. Спасибо вам за эту награду. Оценили сегодня и работу помощника министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Натальи Томиловой. Ингрид Магреевич, спасибо вам огромное за то, что вы оценили мои скромные заслуги. Готова и дальше работать на благо нашей любимой Республики Ингушетия. Не забыли и о заслугах общественного деятеля Али Танкиева. Его наградили благодарственной грамотой главы республики. Берите пример, вот так надо приходить за награду. Пришел, мне тоже награду дал. Каждый из нас ежедневно вносит свой небольшой вклад в развитие нашей республики. И если прилагать к этому больше усилий и патриотично относиться к своему региону, возможно, каждый из нас когда-нибудь окажется в зале славы с наградой в руках. Мария Мистоева, Гапур Чехкиев, Юсуп Ханиев, Новости 20.